Плохо, да? Есть еще, значит, законы об учебном отпуске. Практически все земли имеют такой закон. В соответствии с этим законом взрослые граждане имеют право на освобождение от работы в разных землях по-разному для цели участия в учебных программах для взрослых, не получения диплома о высшем образовании, в курсах каких-то, да. И что самое, с моей точки зрения, интересное в этих законах, там 5-7 дней где как, да, то, что даже в некоторых землях можно получить этот отпуск для участия в программах гражданского образования. Прекрасно, правда? Вот. Он еще и оплачивается? Да, с сохранением заработной платы. То есть сам по себе не оплачивается, но как бы с сохранением заработной платы. Работодатель обязан тебя отпустить. Да? Значит, базовые принципы, которые есть, это то, что образовательные организации действуют независимо. Есть требования взаимодействия различных стейкхолдеров, в том числе с взаимодействия где-то с органами местной власти. И очень самый главный принцип – это то, что программы, которые вы проводите, как учреждение дополнительного образования взрослых, должны быть открыты для всех. Еще раз подчеркиваю, да, то есть вот классическая программа повышения квалификации местных чиновников, она не будет относиться к программам образования взрослых, потому что это закрытая программа для чиновников. Я привела здесь даже выдержки, не знаю, может быть, не буду их зачитывать, из одного из законов, это Нижнесаксонский закон. Прокомментирую один пункт, вот 2, да. В законе записан, это очень маленький закон, там 13 параграфов, его довольно легко прочитать. Главные принципы записаны. И вот, например, пункт 2, то, что содержание образования взрослых определяет образовательные потребности взрослых. В принципе, так как сейчас в кыргызском законодательстве записано, да, каждый провайдер, то есть ему никто не спустит сверху типовой план. То есть, потому что он ориентируется на свои потребности. И второй важный пункт, то, что организации, даже не государственные, получающие государственное финансирование, они, в принципе, сохраняют свою самостоятельность и автономность в определении программ обучения и так далее. Еще радостные новости. Общий объем финансирования образования взрослых неизвестен. Никто не может подсчитать, нет статистики. Есть много разных источников финансирования. Не только, но есть и государственные какой-то программы, да, причем государственные приходят или как бы бюджетные деньги, назовем это по-другому, да, от федерации и от земель. И есть коммуны, местное самоуправление свои бюджеты тоже вкладывают. Есть фонды на обучение безработных, очень большой взнос носят участники, предприятия, и по большому счету участники предприятия самые большие финансисты. Но, я уже сказала, есть гарантированное это законодательное для тех учреждений, которые предоставляют общественно открытые. Здесь примерный обзор, вы можете посмотреть, да, самая высокая колонка, то есть это немножко уже устаревшие данные, но пропорция тоже может меняться в зависимости от земли, но примерно так еще лет 5 назад точно было, да, в большинстве земель. До 40% затрат, да, на те деньги, которые в учреждениях образования взрослых приходится, это взносы участников. Есть маленькие доли из федеральных каких-то специальных фондов, из европейских фондов, они тоже проекты подают в европейские, да, например, какие-то другие источники. Где-то 22% это коммуны, местное самоуправление, да, округа 4,9% и дотации земли 13%. То есть вот такой как бы пирог слоеный, из которого состоит финансирование, да. Тоже нет единого, все крутятся как могут. Вот. Программы очень-очень разные, они сильно как бы отличаются, наверное, на это не буду. Там где-то я еще приду к народным университетам и чуть-чуть про это скажу. Интересно тоже как бы про персонал. Несмотря на то, что в Германии, в принципе, где-то около 30 университетов
предлагают различного рода программы для специалистов по обучению взрослых. Несмотря на это, всего лишь где-то 30-40%, это тоже такие данные специальных исследований, потому что статистики нет, имеют специальную подготовку. Да? И если в сфере образования взрослых заняты очень разные люди. Здесь вот тоже в историческом экскурсе звучало уже такое, что была такая практика в советское время, вот эти преподаватели-подчасовики, по большому счету, это кадровая основа немецкого образования взрослых. Да? Почему? Потому что всего лишь даже меньше 30% обычно всех занятых в системе образования взрослых имеют постоянную занятость. И в основном это управленческий персонал, либо руководители педагогических отделов, которые отвечают в целом за процесс, но сами преподаватели это в основном почасовики. Да? И видно, что здесь есть как бы у них разный статус, и сказать по правде, это очень большая проблема, потому что это вызывает постоянную критику, потому что очень многие из этих почасовиков, не имея постоянной занятости, в социальном плане находятся не очень хорошо. Да? То есть не все так радужно. Но, с одной стороны, страдающий человек, с другой стороны, очень эффективная с экономической точки зрения модель. Потому что выживает она гораздо дешевле. Вот помните конец 19 века, да? Огромное количество движений. И на сегодня, чтобы описать, и большинство из этих инициатив выжили и сформировали устойчивые типы организаций. В отличие от того, мы закрыли там рабфаки, ну, потому что проблема была ликвидирована, и всякие эти специальные школы грамотности. А они, по большому счету, сохранили эти учреждения, но программа деятельности этих учреждений изменилась. То есть грамотности учат не так много. Широкий спектр программ мы предлагаем, в основном неформальный. Он очень разнообразный. Здесь я сделала такой небольшой пример по земле Нижняя Саксония. Там очень сильная система образования взрослых. У них есть внутри Саксонский союз независимого образования взрослых, в котором членские организации тоже являются сетями. То есть это тоже не одна организация. Да? И вот, например, такой «Работа и жизнь» — это, по сути дела, профсоюзная организация, которая была создана с участием DVV. Еще две профсоюзные следующие, две церковные сети. Евангелическая церковь, католическая церковь имеет свое сельское образование взрослых. Вот это земельная ассоциация народных университетов, это как мы, это DVV, да, только нижнесаксонский. И земельная ассоциация народных университетов домашнего типа, это те, которые придумал Грюндвик, которые со своей гостиницей, со своим рестораном, длительные курсы и так далее. Да. То есть вот таких их очень много. И последние это инициативы 70-х годов, классические организации гражданского общества, сильно работающие в экологии, зеленые и так далее. Да? И смотрите, вот эти все сети, это далеко не весь перечень тех, кто работает в образовании взрослых. Здесь нет очень многих всяких учебных центров при предприятиях, здесь нет коммерческих организаций, здесь нет университетов, которые свои лектории показывают. Да? То есть многообразие огромное. Да, и пару слов про Народный университет. В принципе, мы считаем, что Народным университетом чуть больше 100 лет, потому что точкой отсчета точкой отсчета является как раз Конституция Веймарской республики, хотя некоторые народные университеты были созданы еще до Конституции Веймарской республики. И эта система очень важна для Германии. Почему? Потому что она работает в тесном сотрудничестве с местными органами власти и покрывает равномерно всю территорию Германии. Да? И на сегодня это около 900 организаций, больших и маленьких. Они существуют в разной юридической форме, от общественной организации, там, общества с ограниченной ответственностью, но все они, как я сказала, тесно связаны с местными органами власти, потому что по законодательству немецкому
помните, нет федерального закона, коммуны отвечают за доступность образования взрослых. И по большому счету обязаны, да, что-то делать для того, чтобы образование взрослых у них на территории было. Вот. И это, как я уже сказала, когда говорила про персонал, достаточно выгодная модель. Почему? Потому что она основана на принципе максимально полного использования доступных ресурсов. То есть используется здание, не только деньги коммун, но собственность муниципальная для этих целей. Да? Используются или как бы вот приглашаются внештатные преподаватели, много волонтерского труда, и где-то, может быть, не всегда гонятся за там, высоким качеством, качество плохо сказала, неправильно, за высокими стандартами академическими, да, качество есть, но программы приспосабливаются к потребностям местного населения. И она очень экономически выгодна, и они очень социально ответственные, я так это назову, да. И если мы посмотрим на то, что делают народные университеты содержательно, это очень широкий спектр, но профессиональное образование занимает там очень маленькую долю. От земли к земли процент соотношения между этими направлениями может отличаться, но группируются программы примерно одинаково во всех. Да? Но где-то может быть больше профессионального, где-то меньше, в зависимости от ситуации в городе или в округе. Но все равно это то, что связано с общественно значимыми темами, краеведение, местная история, там еще что-то, да, культура, музыка, здоровый образ жизни, очень много языков, очень много компьютерных программ, какие-то околопрофессиональные, soft skills, программы для молодежи и для тех, кто почему-то выпал из системы школьного образования. Иногда, не все, но некоторые предлагают вот этот второй путь к знаниям или то, что вечерние школы делают. Вот. Про внештатный персонал я сказала. Вот такое современное красивое здание Народного университета в городе Бонн. Они себя красиво называют сейчас дом образования. Здесь тоже, кстати, очень маленький комментарий. Когда сегодня так прекрасно говорилось про кыргызские традиции, я все время думала, я не лингвист, но может быть есть что-то общее в корне этого слова, да? Потому что по-немецки образование это Bildung, да, и человек, который, вот Bildung, да, это человек, который, ну, по-русски так даже не скажешь, образователь. Bildner, Erwachsenenbildner. Это же строительство. Bild это образ, да, как картина, но и одновременно строить. И в этом смысле немцы очень гордятся, да не только немцы, в Европе, вот как бы концепция, вот эта Bildung, да, то есть она, мне кажется, что в русском языке очень близкая коннотация, потому что в английском, например, этого нет. Да? То есть education это совсем другое. В немецком тоже существует вот это вот Bildung, это как бы создавать образ, да? То есть при помощи образования формировать. И есть такая прекрасная работа одной датской, наверное, философ, журналистка, да, она написала такую книгу «Северный секрет», она называется, Nordic Secret, в которой она описывает, очень детально исследовала вообще становление этой концепции Bildung и какое влияние она оказала на систему образования взрослых в Северной Европе. Вот Лена Андерсон, то есть очень удивительный человек, то есть кто читает по-английски, очень рекомендую. Видите, этот Народный университет старше, чем Конституция Веймарской республики. Вместе с обычным университетом они основали его. Это на сегодня муниципальное или коммунальное предприятие, учреждение, учреждено местной администрацией в городе. Довольно такое крутое здание в центре города, но это недавно, до этого ютились где-то на окраине. Довольно большое, много учебных помещений, плюс 2 филиала, плюс 100 арендованных помещений по всему городу Бонну, 35 постоянных сотрудников, 700 внештатных преподавателей и примерно 300 тысяч
участников обучения ежегодно, 30 тысяч участников обучения ежегодно. Крутой, правда, пример? Но пугаться не надо, потому что на самом деле в Германии существуют очень разные народные университеты. И вот, к сожалению, у меня нет фотографий, но я как-то была тоже недалеко от Бонна. Очень интересный пример, очень маленький городок, там вдоль Рейна. И у них народный университет соответствует размеру муниципалитета. Ну, это вот условно, как бы я сказала, например, в Качкорке, да, есть прекрасный дом культуры, который может быть народным университетом. И как функционирует или как устроен этот народный, маленький, очень маленький народный университет? В здании местной администрации есть комната, которая выделена под офис этого народного университета в Германии. В нем работает 1,6 или 1,7 сотрудников, то есть не полных 2 ставки, 2 человека, но не полных 2 ставки. Один работает на полную ставку, он отвечает за программу планирования курсов и набор участников, и на неполную ставку тот, кто занимается административными вопросами. У них есть целая сеть партнеров в этом городке. Это обычные школы, это музеи, это фирмы, которые предоставляют компьютерные классы, у которых есть, например, IT, это, ну, как бы. И они просто разрабатывают программу курсов, вывешивают у себя на сайте, жители заявляются или приходят к ним пешком, брошюры. Собственная база не имеется, да? Нет, я про это и рассказываю, да. То есть всего неполных 2 штатных сотрудника, да. И они формируют вот это, то есть объявление курса вешают, группа собралась, если они ее проводят. Например, если это компьютерный курс, они проводят совместно с IT-фирмой у них на базе. Если это курс по истории, местной истории, они проводят на курсе на базе местного музея. Если это там еще что-то, там школу могут использовать, спортивные какие-то учреждения. То есть деятельность этих сотрудников, она очень простая, да? То есть сделать предложение курсов, найти преподавателей, разрекламировать, собрать участников и договориться на уровне муниципалитета, кто примет эту группу. Да? То есть это очень как бы, ну, то есть мы должны ориентироваться на те ресурсы, которые у нас есть, да? Не страдать, потому что у нас нет денег. Это вот история про народный университет. И, наверное, завершая, еще немножечко. Эти 900 народных университетов, они объединены в каждой земле в ассоциацию для того, чтобы лоббировать свои интересы. Да? То есть, потому что сегодня, вы помните, вот там примерно 40% это дотации, ну, от земли к земле по-разному, но все равно либо от государства от земли, либо от местных органов власти, то есть финансирование какое-то приходит нам. И мы лоббируем свои интересы, объединились. 16 земельных ассоциаций. На уровне федерации для разговоров с федеральным правительством, с Бундестагом, то есть Жогорбукинеш, да, то есть как бы вот, есть федеральная ассоциация. В структуре этой федеральной ассоциации есть DVV International, и вот я вместе с Надеждой Владимировной имею честь представлять как раз вот это DVV International. Это Институт международного сотрудничества немецкой или германской ассоциации народных университетов. Да. Создано было в 70-е годы, сначала как отдел, просто который участвовал в международных проектах в разных странах, и чуть позже, когда эта деятельность стала расширяться отдельно как учреждение в структуре этой федеральной. Поэтому мы очень тесно связаны с этим типом проекта. Но, как я вам рассказала, еще очень много других организаций есть в Германии. Да? И здесь нет этого в моей схеме, но я, наверное, хочу это упомянуть, исходя из того, что мы находимся в стенах этого замечательного университета. И тоже в 60-е, там, после создания как бы тоже федеральной ассоциации, было очень много недовольства. Это знак. Это знак. Пора заканчивать. Устал, да?
Вот. Было очень много недовольства тем, как развивается теоретическая база. Мы сегодня здесь тоже говорили, да, что не хватает исследований, не систематизированы методики, нету мостика, как часто говорят немцы, между практиками и теоретиками. И с этой целью в структуре DVV есть еще одно учреждение, вот, к сожалению, нет на моем слайде, оно называется Немецкий институт образования взрослых. Это действительно специализированное учреждение, которое как бы так, это и не университет, и не в чистом виде исследовательское, то есть вот это действительно учреждение, которое аккумулирует опыт практиков, проводит какие-то исследования, очень много публикаций делает. И я когда сегодня, скажу честно, слушала вот все доклады, у меня такая безумная идея родилась, да, у них есть, они работают как для внутри Германии, в основном это основная целевая аудитория или немецкоязычном пространстве, много интересных программ, литература онлайн доступна, офлайн библиотека большая, но у них есть такая издательская программа, которая называется «Страновой портрет образования взрослых». То есть, если есть желающие или люди, которые готовы внести свой вклад в то, чтобы поделиться опытом, как функционирует система образования взрослых в разных странах, они с удовольствием публикуют такие работы у себя на сайте. Сейчас раньше были бумажные, сейчас уже не делают бумажных версий, только электронные. Там, например, страновой портрет Швейцария, страновой портрет, не знаю, Македония. Да? Вот. И когда я сегодня слушала доклады, мне показалось, что в этом зале уже вообще практически есть авторы такой публикации, которую можно было бы сделать и рассказать всему миру, как развивалась система образования взрослых в Кыргызстане. Как вам мое предложение? Да. Спасибо. Иван, спасибо. Спасибо огромное за интересный доклад, содержательный доклад. Конечно, кое-что нужно